Здравствуйте, меня зовут Антонова Елена Альбертовна, я учитель физики физико-математического лицея. У нас с вами будет 3 занятия до конца декабря, которые будут посвящены теме кинематика. На этих темах мы рассмотрим решение сложных задач, задач олимпиадных. Я покажу, как можно многие сложные задачи, в том числе олимпиадные, решать очень просто, различными методами. Сегодня наш урок будет посвящен решению задач по кинематике. Я покажу, как можно задачи решать, используя графический метод. Последующие 2 занятия будут посвящены решению задач на полеты, на криволинейное движение. И я покажу, как можно многие сложные и олимпиадные задачи решать геометрическим уже способом. Сегодня давайте мы рассмотрим с вами решение задач, используя графический способ. И к сегодняшнему уроку будет выложено домашнее задание, 7 задач, которые вы попытаетесь решить также, используя графический метод, потому что этот метод позволяет решить задачи гораздо проще и легче. Итак, читаем первую задачу. За 5 секунду прямолинейного движения с постоянным ускорением тело прошло путь 5 метров и остановилось. Какой путь пройдет тело за 2 секунду этого движения? Давайте попытаемся вначале разобраться с условием этой задачи. Итак, представим себе, что у нас тело движется прямолинейно, и за 1 секунду, итак, 1 секунда, тело прошло путь, обозначим этот путь S1, за 2 секунду своего движения тело прошло путь, обозначим его S2, за 3 секунду, так, за 3 секунду путь S3, так, за следующую 4 секунду, так, 4 секунду путь S4, и последнюю секунду тело прошло путь S5. Этот путь он у нас равен 5 метров, и тело остановилось, то есть конечная скорость P конечная будет равна 0. Так, что нам нужно найти? Нам нужно найти, какой путь тело пройдет за 2 секунду своего движения, то есть вот этот путь S2. Эту задачу можно решать совершенно разными способами. Давайте покажу один из способов, это графический. Графически эту задачу можно решить в одно действие. Итак, построим график зависимости скорости от времени движения. Итак, по горизонтали время, по вертикали скорость. Так, тело у нас движется равнозамедленно. И через 5 секунд оно у нас останавливается. Итак, 5 секунд. То есть разобьем вот этот участок по времени на 5 частей. Так, вот 1 секунда, 2, 3, 4 и 5. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. 5 секунд. Скорость, вот этот участок по скорости тоже можно разбить, неважно, насколько там частей, но давайте тоже на 5. Итак, на 5. 1, 2, 3, 4 и 5. Да? Так, хорошо. Так, теперь давайте вспомним, что является как найти по графику зависимости скорости от времени t путь, пройденный телом. А это есть не что иное, как площадь фигуры под графиком. То есть посмотрите, за последнюю 5 секунду тело прошло вот такой вот путь, равный площади нашего треугольника. Обозначим площадь этого треугольничка через S. Это площадь треугольника, еще раз повторяю, она равна пути, то есть 5 метров. 5 метров.
Итак, еще раз, да, площадь фигуры под графиком – это есть путь. Получается, что за последнюю секунду своего движения тела прошло путь s равное 5 метров. Так, за четвертую секунду, так, вот такая площадь получается фигурки. Если мы разобьем эту площадь еще на такие треугольнички, разделим, то получается, что площадь вот этой фигуры будет равна 3s. 3s. Так, итак, 3 таких вот треугольничка. Так, хорошо. За следующую секунду, да, за третью секунду также мы можем разбить эту площадь фигурки, получившуюся, на наши треугольнички. Так, если мы посчитаем, то здесь получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 таких треугольничков, то есть площадь вот этой фигуры за третью секунду равна 5s. 5s. Угу. Так, следующее. За вторую секунду точно так же разбиваем нашу фигурку на такие вот равные одинаковые треугольники. Подсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? То есть получается, что площадь этой фигуры будет равна 7s. 7 таких вот наших первоначальных треугольников. Так, и последнее, да, за следующую секунду также разбили на треугольники. Так как здесь клеточек нет, очень неудобно это делать. Треугольники получаются разные. Так, но получается 9s, да, площадь этой фигуры 9s. Так вот, площадь, еще раз повторяю, площадь фигуры под графиком – это есть путь перемещения. И теперь смотрите, что у нас получается. Нам нужно найти путь за вторую секунду, вот за вторую секунду. И путь за вторую секунду, как мы видим, да, он равен 7s. Так, а s, первоначально смотрим, да, s у нас равно 5 метров. Значит, 7 умножаем на 5 метров, это у нас будет 35 метров. Итак, то есть за вторую секунду своего движения тело прошло путь, равный 35 метров. Но из школьной программы курса физики вы должны знать, что если тело движется если тело движется с начальной скоростью равной нулю, то пути там за первую секунду тело прошло путь, за вторую, за третью и так далее, эти пути относятся как ряд нечетных чисел. Ряд нечетных чисел 1 к 3, 3 к 5, 5 к 7, 7 там, к 9 и так далее. Так вот, это можно доказать очень легко и просто, не выводя формулы, а это можно доказать графически, да, построив график зависимости. На данном случае у нас равно замедленное движение, конечная скорость здесь равна нулю. И вот из этого графика очень хорошо видно, что эти пути также относятся как ряд нечетных чисел. Зная это, можно очень легко найти путь за вторую секунду, за третью секунду, за четвертую секунду и так далее. Так, хорошо, давайте посмотрим следующую задачу, условия следующей задачи под номером 2. От движущегося поезда оцепляют последний вагон. Поезд продолжает двигаться с той же скоростью. Как будут относиться пути, пройденные поездом и вагоном к моменту остановки вагона? Считать, что вагон движется равно замедленно. Давайте постараемся эту задачу решить, опять же, графически. Итак, схематично изобразим график зависимости скорости от времени t. Итак, по горизонтали время, так, по вертикали у нас будет скорость. Итак, что сказано у нас про поезд? Поезд движется у нас равномерно, так, с постоянной скоростью. От него в какой-то момент времени отцепляется вагон и движется равнозамедленно и останавливается. То есть конечная скорость равна нулю. Вот как будут относиться пути, пройденные вагоном до остановки и пройденные поездом. Итак, значит, вагон у нас будет двигаться равнозамедленно. Так, вот, не останавливается. Хорошо. В течение какого-то времени t. А поезд у нас движется равномерно. Так, равномерно. Ага. Так вот,
Как же будут относиться пути, пройденные вагоном до остановки, и поездом за то же самое время? Мы видим, что эти пути относятся как один к двум. Что такое путь по графику? Это есть площадь фигурки. Так, то есть вагон у нас прошел вот такое расстояние, равно площади нашего треугольника, а в поезд за то же время прошел вот такое расстояние, равное площади вот этого прямоугольничка. И отношение этих площадей у нас 1 к 2. Так, вот, в принципе, вся задача. Так, хорошо, давайте посмотрим третью задачу. Читаем условия третьей задачи. Итак, тело свободно падало с некоторой высоты, и последние 200 метров прошло за время 4 секунды. Так, и последние 200 метров прошло за время 4 секунды. С какой высоты падало тело? Итак, с какой высоты падало тело? Ну, можно рассмотреть два способа решения этой задачи. Это алгебраический и можно решить эту задачу геометрически. Но алгебраически давайте все-таки я постараюсь двумя способами рассказать решение этой задачи. Итак, еще раз, тело свободно падало с некоторой высоты. Ну, давайте картиночку с вами изобразим. Итак, это поверхность у нас Земли. Итак, тело падает с некоторой высоты. Так, эту высоту нам нужно найти. Обозначим ее через h большое. Знак вопроса. Начальная скорость равна нулю, нулевое 0. Так. Угу. Дальше. Сказано, что последние 200 метров тело пролетело за 4 секунды. Итак, последние 200 метров. Ну, обозначу это через s. 200 метров за время 4 секунды. Итак, мы можем здесь для простоты решения задачи применить метод обратимости или обращения, его еще так называют. То есть представить себе, что тело у нас падает не сверху с высоты h, а его подбрасывают от земли с какой-то начальной скоростью. То есть условия задачи немножко поменять. Да? Тело бросают вверх с начальной скоростью какой-то v нулевое. И это тело поднимается на ту же высоту, так, максимальную высоту, равную h. Эту высоту нам нужно с вами найти. И опять же, да, тело подбросили с начальной скоростью, и за первые 4 секунды оно прошло 200 метров. 200 метров за 4 секунды. Так, используем этот метод обратимости. Это вполне можно это сделать, потому что у нас тело движется с одним и тем же ускорением свободного падения, которое всегда направлено вниз. Здесь опускается с высоты h, здесь поднимается на такую же высоту. Так, и тогда давайте вспомним нашу формулу перемещения. Как мы можем найти вот это перемещение s? Это начальная скорость v нулевое умножить на время t минус, так, потому что g у нас направлено вниз, тело движется вверх, минус gt в квадрате пополам. Также t в квадрате пополам. Отсюда, зная s, зная время, s у нас 200 метров, время 4 секунды, g округляем до 10 метров в секунду в квадрате, мы можем найти начальную скорость. Итак, выражаем начальную скорость. Дальше пошла у нас математика. Давайте я скажу ответ. Здесь получается 70 метров в секунду. То есть еще раз, s 200 метров, время 4 секунды. Выражая отсюда начальную скорость, получается 70 метров в секунду. Мы нашли начальную скорость, которую подбросили тело. И далее, зная начальную скорость, мы можем найти уже и максимальную высоту. На максимальной высоте у нас конечная скорость равна нулю. Можно здесь использовать формулу разности квадратов скоростей. Так как конечная скорость у нас равна... Так, конечная скорость у нас равна нулю. Так, остается v нулевое в квадрате делить на 2g. Итак, подставляем 70
метров в секунду возводим в квадрат, делим на 2 и на 10 метров в секунду в квадрате, получается 245 метров. 245 метров. Так, это у нас конечный ответ. Эту же задачу можно было бы решить и другим методом, графическим методом. Ну, давайте посмотрим, как можно ее решить графически. Так. Угу. Итак, строим график зависимости, опять же, скорости от времени t. Так. Так, тело падает у нас с высоты h без начальной скорости. То есть график пойдет у нас от нуля. Вот таким вот образом. Так. И последние 200 метров тело прошло за 4 секунды. Так, отмечаем. Вот последние 200 метров. Так, перемещение, как мы с вами знаем, путь перемещения по графику скорости, это есть площадь фигурки. Ну и вот площадь вот этой фигуры, это у нас будет 200 метров, это S. Так, 200 метров. И вот это время, это 4 секунды. Вот за 4 секунды тело прошло 200 метров. Так, нам нужно найти весь путь, который прошло тело. Ну, давайте воспользуемся формулой средней скорости. Давайте вспомним, что путь при равноускоренном, равнозамедленном движении мы можем найти как средняя скорость умножить на время t. Так, отсюда мы можем найти среднюю скорость движения. Это путь делим на время. То есть 200 метров делим на 4 секунды. Метров. Так, так получается у нас средняя скорость 50 метров в секунду. Метров в секунду. Так, теперь посмотрим на наш график, где у нас тут будет средняя скорость. Средняя скорость, вот она будет у нас посерединке. Так, средняя скорость это у нас конечная плюс начальная скорость делить пополам. Так, и вот она у нас на графике, это средняя скорость, то есть это получается у нас 50, вот здесь, да, метров в секунду. Так, давайте здесь метры секунды, да, здесь время в секундах отмечу. Итак, средняя скорость 50 метров в секунду. То есть смотрите, что у нас получается. Получается, что так как движение у нас с ускорением свободного падения, g примерно, приблизительно 10 метров в секунду в квадрате, так, это означает, что каждую секунду скорость увеличивается на 10 метров в секунду. Так, получается, что последующие 2 секунды скорость будет расти. То есть насколько она вырастет. Каждую секунду она растет на 10 метров в секунду. То есть получается, что конечная скорость у нас будет равна 70 метров в секунду. Так, 70, конечная скорость 70 метров в секунду. Еще раз, вот смотрите, среднюю скорость мы нашли. Это вот на серединке, да, этого участочка. То есть остается еще 2 секунды, да, пролететь телу. Каждую секунду скорость увеличивается на 10 метров в секунду. Значит, конечная скорость будет 70 метров в секунду. И сколько тело, получается, летело, мы можем найти полное время. Если конечная скорость 70 метров в секунду, а ускорение 10 метров в секунду, то время, вот это время, все время полета, это будет 7 секунд. Вот все конечное время 7 секунд. Таким образом, мы можем найти путь, пройденное телом, как площадь нашего треугольника. То есть 70 умножаем на 7 и делим пополам. Да, площадь треугольника, это есть площадь фигуры под графиком, там есть путь. Либо по формулам gt в квадрате пополам, можно таким вот образом, да, или v квадрат делить на 2g, или как площадь фигурки, да. В любом случае мы получим конечный ответ 245 метров. 245 метров. Ну вот графический способ
способ решения задачи. Так, давайте посмотрим еще одну четвертую задачу. Так, четвертая задача. Угу. Итак, читаю. За последнюю секунду свободно падающее тело прошло 3/4 всего пути. Сколько времени падало тело? Итак, за последнюю секунду свободно падающее тело прошло 3/4 всего пути. Найти время падения. Время падения. Так, ну давайте нарисуем небольшую картинку, чтобы понятно было условие. Итак, свободно падающее тело. Без начальной скорости, то есть начальная скорость равна нулю. Так, и последняя, так, 3/4 от всего пути. Так, сейчас. Итак, 3/4 всего пути. Тело прошло за время 1 секунда. 1 секунда. Следовательно, это у нас будет выше, это 1/4 s всего пути. Итак, то есть весь путь можно поделить на такие два участка, 1/4 s и 3/4 s. Нам нужно найти всю высоту или вот весь этот путь, который прошло тело, падая вот с этой высоты. Итак, самый простой способ решения можно графически изобразить движение нашего тела. Это график в зависимости от скорости от времени. Так, движение без начальной скорости. Графиком будет являться вот такая прямая, идущая от нуля. И давайте еще раз вспомним, что за первую секунду, вот, допустим, это у нас тело, первая секунда, тело прошло вот такой вот путь, да, равный площади вот этой фигурки. Обозначим площадь этой фигуры, площадь нашего треугольника за S. Так, дальше следующая секунда. Понятно, что путь уже будет больше. Движение с ускорением. Так, следующая секунда. Так, этот путь будет равен уже 3s. Так, то есть эта площадь будет в 3 раза больше. Следующая секунда, это 5s и так далее. Но здесь мы уже видим, что в нашей задаче вот эти пути, они относятся как 1 к 3. Итак, верхний путь к нижнему пути относится как 1 к 3. А следовательно, по графику мы уже видим, да, что тело летело сколько всего времени? 2 секунды. 2 секунды. То есть пути за первую секунду путь s, за вторую секунду 3s, пути относятся как 1 к 3, следовательно, тело двигалось, падало 2 секунды. Это вот все время, которое нам нужно найти. Ну, зная все время, мы можем найти, в принципе, и вот это s, перемещение, по формуле gt в квадрате пополам начальная скорость равна нулю. Так, подставляем g 10 метров в секунду, время у нас 2 секунды, возводим квадрат и делим пополам. Так, получается у нас 20, да, 20 метров. Так, 10 метров в секунду в квадрате. Так, здесь лучше, конечно, конечный ответ записать. Так, давайте так. Получается у нас так, 20 метров, да, вот с этой высоты падало тело. Так, давайте следующую задачу. Угу. Так, следующая задача под номером 5. Тоже попробуем ее решить графическим путем. Итак, свободно падающее без начальной скорости тело в последнюю секунду падения прошло 2/3 своего пути. Найдите путь, пройденный телом. Так. Давайте запишем в виде рисуночка условия нашей задачи. Итак, тело падает без начальной скорости. Начальная скорость равна нулю. И
Еще раз читаем условия задачи, что за последнюю секунду, так, что в последнюю секунду падения дело прошло 2/3 своего пути. То есть весь путь делим на 2 участка. Итак, последний участок это 2/3. 2/3 от S. Значит, верхний участок это у нас будет 1/3 от S. И последний участок тела упало за 1 секунду. Найти, что нам надо найти? Весь путь, так, ну или всю высоту, ну и время, да, все время падения. Так, тело движется еще раз без начальной скорости с ускорением свободного падения. Ну, давайте попробуем рассмотреть эту задачу графически. Так, строим график зависимости времени t от скорости движения. Так как тело падает без начальной скорости, равно ускоренно, график пойдет от нуля, это будет прямая. И давайте разобьем на 2 таких вот участка. Так, вот один первый участочек, второй участок. Ну, то есть последний участок, может, здесь не совсем масштаб тут выдержан, но последний вот этот участок, площадь, еще раз, фигуры под графиком, это у нас есть путь перемещения. Так, это будет у нас, так, сейчас 2/3. Так, сейчас. Так, последний участок, тело прошло за 2/3. 2/3 S. Так, за время 1 секунду. То есть вот этот промежуток времени, он у нас равен 1 секунде. Так, оставший, так, тогда вот этот первый участок, это у нас будет 1/3 S. 1/3 S. Так, здесь не очень хорошо получилось. Так, за время. Чему же здесь время будет движения? Это все время t минус 1 секунда. Минус 1 секунда. Итак, значит, здесь 2/3, а здесь 1/3. Так? И не забываем, что, еще раз, да, перемещение – это площадь фигуры под графиком. Ну, нам нужно найти вот это время t. Да? Итак, давайте здесь отметим, чему будет равна конечная скорость. Конечная скорость, так как начальная равна нулю, то конечная скорость у нас будет равна gt. Так, это gt. Ускорение умноженное на время. Тогда вот на этом участке конечная скорость будет равна g минус g умножить на t минус 1 секунда. Вот, чему будет равна здесь скорость в конце вот этого первого участочка. Итак, рассмотрим вот этот треугольничек, найдем площадь вот этого треугольника, который равен вот этому перемещению 1/3 от всего пути. Итак, находим площадь нашего треугольника, равный, еще раз повторяю, 1/3 S. Площадь треугольника – это основание, которое у нас равно t минус 1. Умножаем на высоту. Высота у нас равна g умножить на t минус 1. Так, и делим пополам. Делим пополам. Так, также не забудем, что такое S. Вспомним, чему будет равна вся высота, все перемещение. Начальная скорость равна нулю, поэтому это g, ускорение свободного падения, умножить на время в квадрате и делить пополам. Делить пополам. Вот это перемещение подставляем сюда. Так, получается у нас gt в квадрате
квадрате делить на 3 умноженное на 2, да, это 6, так, равно g t минус 1 умножить на t минус 1 и делить на 2. G здесь сокращается. Дальше двойка и шестерка здесь нам дадут 3. Так, здесь двойка уходит, здесь будет троечка. Так, раскрываем здесь скобки. И в конечном итоге что мы получим? Мы получим квадратное уравнение. Так, наверное, стоит здесь перейти на другую страничку. Так, раскрывая скобки, мы получим, и преобразуя наше выражение, мы получим вот такое квадратное уравнение. 2t в квадрате минус 6t и плюс 3. Плюс 3 равно нулю. Ну, ищем дискриминант. Так, это b квадрат минус 4ac, то есть это будет 30. Так, 36 минус 24, это получается у нас 12. Корень квадратный из дискриминанта, это у нас будет 2 корень квадратный из 3. Так, замечательно. И дальше получим, находим время. Минус b, то есть это будет у нас 6 плюс минус вот наш этот дискриминант, то есть 2 корень квадратный из 3, и делим на 2, то есть делим на 4. Так, у нас получается здесь два ответа. Ну, давайте сразу, здесь математика, можно сразу записать ответ, значит, t1 это примерно 2,4 секунды приблизительно, да, и t2 это примерно у нас будет 0,8 секунд. Один ответ какой-то не подходит. Ну какой? Ну понятно, что вот этот, потому что здесь никак не может быть все время 0,8 секунд, потому что сказано в задаче, что последний участок, 2/3 аж всего пути, тело прошло за 1 секунду. Поэтому 0,8 секунд это вообще не подходит по смыслу, по условию задачи. Значит, остается вот этот ответ. Это время t примерно равно 2,4 секунды. Все. Мы нашли все время, ну и найдем потом всю высоту. Знаю все время. Ну, можно воспользоваться, так как начальная скорость равна нулю, gt в квадрате пополам. Так, подставляем g10, время 2,4, возводим квадрат, делим на 2, получается примерно, где-то приблизительно, где-то 28 метров, да, вот примерно с высоты, которую упало тело. Так, ну вот эту задачу мы решили с вами, используя график зависимости скорости от времени t. Так, шестая задача. Давайте прочитаем условия следующей задачи. Так. Итак, шестая задача. Тело начинает прямолинейное движение из точки А и движется сначала равно ускоренно в течение времени t нулевое, затем с тем же по модулю ускорением равно замедленно. Через какое время от начала движения тело вернется в точку А? Так, ну вот еще раз, да, тело начинает двигаться из точки А. Сначала оно движется равно ускоренно в течение времени t нулевое. А затем ускорение не меняется по модулю, то есть ускорение остается таким же, тело движется равнозамедленно. Затем понятно, что тело движется равнозамедленно, останавливается, разворачивается и движется в обратном направлении и опять доходит до точки А, возвращается в ту же точку А. Спрашивается, через какое время от начала движения тело вернется в точку А. Эту задачу легко и просто можно решить графическим методом. Опять же, строим график зависимости скорости от времени движения. Так, ну вот так. Значит, по горизонтали у нас время, по вертикали у нас скорость. И давайте подумаем, какой у нас график здесь будет. Так, то есть сначала тело движется, начинает двигаться из точки А. Понятно, что без начальной скорости. Так, это будет прямая от нуля. Так, движется равно ускоренно. И движется оно в течение времени t нулевое. Так, то есть задача в общем виде у нас. t нулевое.
Дальше это тело с тем же ускорением будет двигаться равнозамедленно и остановится. Как же пойдет этот дальше график? Ну, график пойдет вниз. И вопрос, а сколько тело будет двигаться? Так как тело движется с таким же ускорением, то и останавливается, то время торможения будет то же самое, да, что и время разгона, t нулевое. А дальше тело останавливается, то есть в этой точке оно остановилось и движется уже против оси координат, то есть проекция скорости будет с минуса, проекция ускорения будет с минусом, проекция скорости будет с минусом, с таким же по модулю ускорением, то есть график продолжаем, и возвращается в точку А. Где же мне тут надо остановиться? Вот не забываем еще раз, да, площадь фигуры под графиком это есть путь. Вот если мы вот этот путь обозначим, когда тело разгонялось за S, вот это S, когда тело тормозило, такой же путь пройдет, да, до остановки S, потому что с тем же ускорением, то же время, то тело вот останавливается, дальше разворачивается, движется в точку А. То есть вот в этот момент, когда тело остановилось и движется в обратную сторону, тело проходит точно такой же путь. Путь – это есть площадь фигуры под графиком. Значит, здесь площадь вот этого треугольника должна получиться у нас 2s. 2s. Вот два раза. Так, то есть вот площадь этого треугольника должна равна быть площади вот этого. И дальше тело, так, вот оно возвратилось в точку А. Вот какой промежуток времени мы не знаем, обозначим его за t, то есть сколько времени тело двигалось обратно, обозначим за t. Конечно, так, давайте так, здесь вот эта скорость, которую приобрело тело, двигаясь в течение времени t нулевое, это будет at нулевое, вот эта скорость, да. А здесь вот эту конечную скорость, когда тело уже достигнет точки А, это минус А умножить на t. Ускорение то же самое, оно у нас не меняется, да, по модулю. Итак, что нам дано? Нам дано только время t нулевое. И найти все время движения. Вот все время движения, оно будет равно 2t нулевое, да, и плюс еще время, вот это время t, да, время, когда тело движется в обратную сторону. t нулевое нам дано, а время, ну так, лучше, наверное, не t. Так, давайте t1 здесь обозначим, потому что здесь t, да, t1. Вот это время t1 нам нужно найти. Ну, еще раз возвращаемся к тому, что такое путь. Путь по графику – это площадь фигурки. Так, найдем площадь нашего треугольника. Площадь треугольника – это t нулевое, вот основание на высоту, то есть это будет t нулевое умножаем на t нулевое, будет t нулевое в квадрате и делим пополам. Так, хорошо, это мы нашли вот эту площадь этой фигурки. Так, теперь найдем площадь вот этого треугольника. Так, это 2s, площадь этого треугольника, основание на высоту. То есть, так, здесь тоже время будет t1, мы его обозначили. Это будет t1 умножаем, основание умножаем на высоту, то есть t1 умножаем на t1 будет t1 в квадрате. И надо поделить пополам. Делим пополам. Так, ну теперь можно либо поделить одно уравнение на другое, либо выразить s и приравнять левые части. Если мы это сделаем, то если мы приравняем левые части, выразим отсюда s, приравняем, что мы получим? t нулевое в квадрате пополам равно t1 в квадрате делить на 4. Это квадратик здесь, да, у нас делить на 4. Ускорения сокращаются. Здесь двойка, здесь остается двойка, убирается, здесь остается двоечка. И отсюда мы можем найти вот это время t1. Так, t1 в квадрате. Это у нас будет 2 t нулевое в квадрате. Так, отсюда t1. Это будет t нулевое
умножить на корень квадратный из 2. t нулевое умножить на корень квадратный из 2. Все. Мы нашли время t1, и теперь находим все время. То есть это 2t нулевое плюс t нулевое на корень квадратный из 2. Так, из 2. Ну, t нулевое можно вынести за скобки. Так. И записать ответ более красиво. Да? T нулевое, в скобочках это будет 2 плюс корень квадратный из 2. Вот эту задачу мы решили очень легко, используя графический метод. Так, теперь следующая, 7-я задача. Угу. Так, читаем 7-ю задачу. Какой минимальный путь может пройти тело за время t, движущееся с постоянным ускорением? Итак, какой минимальный путь может пройти тело? S минимальное нужно найти. Если тело у нас движется с постоянным ускорением, то есть по модулю ускорение у нас не меняется. По модулю не меняется. Здесь в этой задаче надо было, конечно, авторам уточнить, что по модулю оно неизменно. Так, дано нам еще время. Значит, дано ускорение, время, начальная скорость равна нулю. Так, и найти, какой же минимальный путь может пройти тело. Так как по модулю у нас ускорение не меняется, но оно может меняться, это ускорение, по направлению. Да? То есть направление ускорения может изменяться. Давайте попробуем задачу решить графически. Итак, предположим, что у нас тело в течение времени t, так, это время t, то есть нам оно дано, то есть тело должно двигаться какое-то время t. И давайте найдем путь, который прошло это тело за время t. Конечная скорость в течение времени t будет равна at. Итак, ускорение умножить на время t. Итак, площадь фигуры под графиком, то есть площадь нашего треугольничка, это будет у нас перемещение. Итак, основание это t, умножаем на высоту at и делим пополам. Получается at в квадрате пополам. Замечательно, да, путь. Но нам в задаче требуется найти минимальный путь. Это, скорее всего, не минимальный путь. Как же может еще двигаться тело в течение времени t с ускорением а? Но оно должно двигаться так, чтобы путь в течение этого времени t был минимальный. Ну, давайте попробуем другой график нарисовать зависимости скорости от времени t. Как же может еще тело двигаться? Так, начальная скорость была равна нулю. Ну, тело, например, может двигаться так. Сначала равно ускорено в течение времени t пополам, да, то есть половину времени всего двигалось равно ускоренно, оставшуюся половину времени тело будет двигаться равно замедленно. Останавливается. Так, t. То есть вот так, да? Так. Вот. Так, немножко. Так, здесь t пополам, здесь t. Чуть-чуть криво. Так. Ничего страшного, главное понять смысл. Скорость вот этой вершинки, чему она будет равна? Да? Конечная скорость это ускорение. Надо умножить на время. Да? Движение это t пополам. То есть ускорение умножаем на t пополам. Вот у нас здесь какую скорость в конце движения, в конце равноускоренного движения тело получит. Итак, ну теперь давайте найдем путь. Путь – это площадь фигуры под графиком. В данном случае это вот площадь нашего треугольника. Основание у нас равно t, высота at пополам. Итак, основание t умножаем на высоту at пополам и делим это еще на 2. Так, фигурки площадь треугольника находим. И получается, преобразуем, остается at в квадрате на 4. Вот это минимальный путь. То есть это минимальный путь, который может пройти тело, двигаясь время t с ускорением at. С ускорением а.
Вот, нашли минимальный путь. Так, это у нас была 7-я задача. Так, давайте посмотрим 8-ю задачу. То есть дальше немножко задачи еще усложняются. Угу. Итак, 8-я. Частица, покинувшая источник, пролетает с постоянной скоростью расстояния L, а затем тормозит с ускорением А. При какой скорости движения время движения от ее вылета до остановки будет минимальным? Итак, вот давайте представим себе, что частица покидает какой-то источник. Так, источник. И движется сначала равномерно. Равномерно с постоянной скоростью какой-то v, скорость не меняется. И эта частица проходит какое-то расстояние L, двигаясь равномерно. Дальше эта частица начинает двигаться замедленно, да, с каким-то ускорением с ускорением и останавливается. То есть конечная скорость частицы равна нулю. Так, равна нулю. Хорошо. Спрашивается, а вот какой должна быть вот эта скорость v, чтобы время движения этой частицы, от того, как она вылетела до остановки, было минимальным? То есть вот это вот время движения частицы должно быть минимальным. Итак, значит, что нам дано? В задаче дано L, вот эта скорость, вернее, не скорость, а ускорение дано. Значит, что частица должна пройти расстояние L, дальше она должна равномерно, да, двигаясь с постоянной скоростью, должна пройти расстояние L, дальше она должна двигаться с ускорением А, оно дано нам в задаче, и найти, с какой скоростью должна двигаться частица, то есть вот эту скорость при равномерном движении, чтобы время, условие должно быть такое, да, чтобы полное время было минимальным. Итак, время от начала до движения до остановки, это время все должно быть минимально. Ну, давайте с вами попробуем записать уравнение. Так, перехожу на следующую страничку. Так, итак, ну, как мы можем найти вот это все время движения? Мы можем разбить его на два участочка. Это время t1, когда частица двигалась равномерно, и время t2, когда частица будет двигаться уже с ускорением. Давайте распишем. Это время t1. Здесь движение равномерное. Это время мы можем найти как L, путь, поделить на скорость. Итак, L на v. Движение здесь было равномерным. Дальше частица движется уже равнозамедленно, с ускорением. Как же мы можем найти вот это время t2? Конечно, скорость равна нулю. Начальная скорость была равна v. То есть вот это время мы можем найти как скорость частицы делить на ускорение. Так, нас спрашивают, да, почему должна быть скорость равна v, чтобы время было минимальным. Итак, время должно быть минимальным. Как мы можем решить эту задачу? Мы можем ее решить двумя способами. Алгебраическим, но для этого мы должны взять производную по скорости, приравнять затем к нулю и найти время. Это время будет минимальным. Но так как производные изучают, вернее, в 11 классе, то нам будет очень сложно решить эту задачу. Попробуем ее решить графическим путем. Графически задача решается очень быстро. Итак, построим график, опять же, зависимости скорости v от времени t. Так, вот рассмотрим в начале первое движение. Здесь что у нас получается? L делим на v. Время и скорость будут обратно пропорциональны. На первом участке время и скорость обратно пропорциональны. Так, давайте мы, знаете, какой график построим? Не v от t, а наоборот, t от v. Да? Наоборот, сейчас, минуточку. Здесь лучше построить... Так, сейчас мы это уберем. Угу. Так,
вырежем это. Итак, построим наоборот график не v от t, а t от v. То есть здесь у нас будет время t. Так, а здесь мы будем скорость откладывать. Вот так. Угу. Ну, такой пусть будет график у нас для удобства. Итак, все, в принципе, без разницы особой. А теперь, внимание. Итак, на первом участке время и скорость обратно пропорциональны. Графиком обратной пропорциональности является гипербола. Так, ну вот график зависимости скорости, времени от скорости, вот у нас будет. Это время t1. t1. Вот, на первом участке. На втором участке мы видим, что время и скорость прямо пропорциональны. Графиком прямой пропорциональности является прямая, идущая от нуля. Так, вот график движения частицы. Так, это когда время было у нас t2. Так, t2. Ну, хорошо. А нам что надо найти? Нам нужно сложить t1 и t2. Сложить время t1 и t2. Ну, как мы будем здесь складывать? То есть, смотрите, берем, так, какая-то у нас здесь скорость. Значит, при этой скорости у нас здесь время, так, чему-то равно и здесь время, да, равно, мы складываем этот участок плюс этот, ну, получаем общее время, ну, вот где-то вот здесь будет, да, эта точечка. Так, плохо видно. Итак, складываем вот этот участок и вот это время, и вот это время. Сложили, так, и получили, ну, вот где-то общее время здесь. Затем берем, допустим, вот этот участок следующий, вот это время и вот это время сложили, вот это, к этому времени прибавляем вот этот, ну, где-то здесь, допустим, будет, да, общее время. Так, здесь у нас это время и это сложили, где-то, ну, пусть так, условно, схематичить, здесь вот эта точка и так далее, да, то есть мы здесь разбиваем на множество таких вот участочков и складываем это время плюс вот это, да, где-то так на глаз, ну, где-то здесь, да, и проводим вот этот график, ну, как-то так, наверное, может быть, пойдет. Итак, это у нас будет t1 плюс t2, t1 плюс t2. Так вот, нам нужно найти минимальное время, ну, смотрим, где вот это минимальное время, оно будет, вот оно у нас минимальное, да, время. Так, вот это вот вершиночка нашего графика. А когда время было минимальным? Когда у нас, мы видим, вот эта точка пересечения этих двух графиков, то есть время минимальным будет, когда t1 будет равно t2. Так, t1 равно t2. Вот здесь будет общее время минимальное. Значит, мы можем приравнять L на V равно V на A. Так, и отсюда мы можем найти скорость. Так, крест-накрест перемножаем, это будет v в квадрате равно L умножить на A. Ну, отсюда скорость, это корень квадратный из L на A. Вот. Вот ответ нашей задачи. То есть при вот такой скорости, корень квадратный L умноженный на A, у нас время движения частицы будет минимальным. Так, следующая задача номер 9. Так, следующая задача под номером 9. Итак, читаем. Итак, время отправления электрички по расписанию 12:00, на ваших часах 12:00, но мимо вас уже начинает проезжать предпоследний вагон, который движется мимо вас в течение времени t1. Последний вагон проходит мимо вас в течение времени t2. Электричка отправилась вовремя и движется равноускоренно. На какое время отстают ваши часы? Ну, вот, вообще все эти вот последние задачки, они считаются уже олимпиадные задачи. И попробуем эту задачу решить графически. Графически эта задача решается тоже достаточно просто, на наш взгляд. Итак, построим график зависимости V от T. Так, V от T. Итак, отходит у нас электричка. То есть график здесь будет такая прямая.
Так, идущая от нуля. Предпоследний вагон у нас двигался время Т1, то есть нам дано время предпоследнего вагона мимо наблюдателя. Последний вагон двигался мимо наблюдателя, время Т2. Найти, насколько отстают часы. Ну, можно это время обозначить там дельта Т условно. То есть насколько отстают часы, дельта Т. Вот это найти. Все, больше нам ничего не известно. Так вот, так как у нас вагоны одинаковые по длине, то вот этот последний участок, давайте мы разобьем на 2. Так, ну вот как-то так, да? Вот так. Вот это у нас предпоследний вагон, это S1. Так. Длина этого вагона, площадь фигуры под графиком, это вот у нас будет равно длине нашего вагона, то есть расстоянию. То есть вагончик прошел мимо наблюдателя, это расстояние будет равно S1 длине вагона, а за время, промежуток времени, он равен T1. Последний вагон, понятно, что время здесь будет уже меньше, потому что двигается поезд у нас с ускорением, это время T2. Так, и вот это расстояние S2. Но так как вагоны у нас, естественно, одинаковые, то S1 равно S2, ну, равно S длине нашего вагона. Итак, и насколько отстают часы, то есть нам надо вот найти, насколько же там отстали эти часики, это вот как раз это время дельта Т. Вот это время по графику, вот это промежуток времени, это вот как раз, если мы найдем вот это время, это нам покажет отставание наших часов. Вот это дельта Т. Ну, давайте мы отметим здесь скорости. Вот эту скорость мы давайте обозначим, допустим, V нулевое. Вот эту скорость здесь V1. И вот эту скорость мы обозначим за V2. Да? Это скорость V2. Так, вот эти площади не должны быть одинаковы. То есть пути, пройденные последним и предпоследним вагоном, они одинаковы, так как вагоны равны. А площадь фигуры, здесь фигура у нас получается трапеция, а площадь трапеции – это полусумма оснований на высоту. Итак, ну, давайте найдем вот площадь вот этой трапеции S1. Полусумма оснований, вот это основание V нулевое, плюс вот это основание, мы его обозначили, это V1 равно V1, делим пополам и умножаем на высоту, высота равна T1 времени. Равно. Так, теперь переходим к следующему нашей фигурке, следующей трапеции. Здесь полусумма оснований, это здесь у нас V1 основание плюс V2, делим пополам. Умножаем на высоту нашей трапеции, это Т2, время Т2. Так, все, ну уравнение у нас есть. Осталось только расписать вот эти скорости V0, V1 и V2. Ну, V0 это как бы конечная скорость вот на этом участке. Здесь время дельта Т. Поезд движется с одним и тем же ускорением, равно ускорено. Это ускорение умножить на дельта Т. Вот эту скорость V1 в конце нашего предпоследнего вагона мы найдем как ускорение умножить на время движения, а время здесь движения на этом участке это Т1 плюс дельта Т. Т1 плюс дельта Т, дельта Т. И также найдем скорость V2, да, скорость уже последнего вагона, это ускорение, умножить на время движения с самого начала, это дельта Т, или лучше так записать, Т1 плюс Т2 и плюс дельта Т. Так. И дальше нужно решить систему уравнений, вот этих, раз, два, три, четыре, да, 4 уравнения, и найти вот это время дельта Т. Все это решается, это математика. Мы давайте оставим эту математику
на потом. Математикой можно заниматься на математике. Конечная формула. Так, давайте я напишу, что должно получиться. Дельта t решает 4 уравнения. Мы получим t. Задача решается в общем виде. t2 в квадрате плюс 2t1 умножить на t2 минус t1 в квадрате и делить это на 2, в скобочках у нас будет t1 минус t2. t1 минус t2. Вот. Вот это конечный ответ, да? Задача в общем виде. Вот мы получили, насколько у нас отстают часы. Так, следующая задача, это задача под номером 10. Так. Угу. Так, здесь у нас Microsoft Office, да, PowerPoint. Ой, не то открыла. Так, сейчас, минуточку. Так, читаем следующую, это 10-я задача. Paint, все. Так. Угу. Все, замечательно. Итак, следующая задача, это тоже задача олимпиадная из региона. Машинист настроил бортовой компьютер электрички так, чтобы он показывал среднюю скорость V на участке, пройденном между соседними опорами, поддерживающими контактный провод. Расстояние между любыми двумя соседними опорами одинаково. Электричка отправляется с платформы на Поддачное и разгоняется с постоянным ускорением. Через некоторое время машинист увидел, что компьютер показывает скорость V1 20 км в час. На следующем участке скорость равна V2 30 км в час, какой была мгновенная скорость у электрички на границе между первым и вторым участками. Ну вот, чтобы разобраться в этой задаче, давайте сделаем все-таки так. Куда-то пропадает у нас рисуночек. Так. Угу. Итак, рисунок. Итак, вот одна опора. Так, вторая опора. Так, третья опора. Расстояние между опорами одинаковое. То есть, допустим, здесь S и здесь S. Так, здесь вот у нас электричка движется. Здесь она у нас движется. И бортовой компьютер что у нас показывает? Он показывает среднюю скорость. Здесь компьютер показал, что средняя скорость 1, средняя скорость, она равна 20 км в час. 20 км в час. Здесь бортовой компьютер показал среднюю скорость на этом участке V2. Это средняя скорость. Он показывает нам среднюю скорость. V средняя 30 километров в час. Ну и вопрос, а что нам покажет бортовой компьютер вот здесь, вот в середине, да, вот эту мгновенную скорость U, вот, которую нам нужно найти. Так, вот эту скорость, мгновенную скорость. Какой была мгновенная скорость электрички на границе между первым и вторым участком. Итак, нам известны только вот эти средние скорости. И сказано, что здесь расстояние одинаковое. Хорошо, давайте вспомним формулу. При равноускоренном движении можем воспользоваться формулой средней скорости. Значит, что такое S? Это средняя скорость. Средняя 1, да? Так, на время движения. Здесь время движения на первом вот этом участке T1. Так, также найдем вот этот путь через среднюю скорость V2 средняя умножить на время T2. На время T2. Отсюда у нас скорости, ну, если мы это поделим или приравняем, мы получим, да, что у нас скорости относятся как 2 к 3, значит время T1 относится к времени T2 как 3 к 2. Так, 3 к 2.
3 к 2. Замечательно. Давайте попробуем эту задачу решить графическим способом. Так, здесь перейду на следующую страничку. Итак, решаем графически. Так, строим график зависимости. Но график зависимости мы здесь построим средней скорости от времени движения. Время t. Так, а здесь средняя скорость. Средняя скорость. Так, время у нас, смотрите, время должно отличаться t1 к t2 как 3 к 2. 3 к 2. Значит, давайте мы поделим на 10 таких участков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, так, 7, 8. Так, не влезает немножко. Так, сейчас мы тут уберем. Так, сейчас выделить. Ах, так. Угу. Это время не выделяется. Ну ладно. Так, ладно. Так, пойдем дальше. Продолжим здесь. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Да, вот на 10 таких вот участочков мы поделили. Да? Значит, здесь у нас будет, давайте так, лучше, наверное, заново здесь красиво изобразить, побольше график. Так, это V средняя скорость. Так, подлиннее здесь возьмем время t. Так, и на 10 участков разобьем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, здесь у нас будет 2t. Так, здесь у нас будет 4t. Так, здесь у нас будет 6t. 8. Так, наверное, надо было не на 10 все-таки участков. Так, на 5. Так, все. Поторопилась. Так, сейчас. Поторопилась, да? Так, давайте еще на 10. Лучше не на 10, а возьмем на 5. Это без разницы. Так, все, поторопилась немножко. Так, здесь время t, здесь средняя скорость. Еще раз лучше, да? На 5, не на 10, на 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Достаточно. Вот 5. Так, здесь возьмем 2t. Так, здесь 4t. Так, здесь у нас будет 6t, 8t и 10t. 10t. Так, время у нас должно относиться как 3 к 2. 3 к 2. Значит, 3, то есть 6. Так, вот 1. Вот это время у нас 6, да, а это время 6t, а здесь вот этот промежуток времени 2t. То есть как раз у нас время относится к 3 к 2. Скорость, ну, у нас скорость чему? 20 и 30 км в час. Ну, вот здесь у нас пусть будет, это будет 10 км в час, средняя скорость у нас в километрах в час. А здесь у нас 20, так, и здесь у нас 30 км в час. Итак, значит, на первом участке так, у нас поезд двигался со скоростью 20 км в час. Так, со средней скоростью она у нас не меняется. Средняя скорость на всем участке 20 км в час. Время 6 тау. Дальше, следующее, да, время, следующий промежуток времени от 6 t до 10 t, скорость была равна 30. Так, 30. То есть вот у нас, да, дальше пойдет график вот так, средней скорости. Вот наш график движения. График движения зависимости, еще раз повторяю, средней скорости от времени. Так, нам нужно найти скорость в середине, мгновенную скорость u. Чему она будет равна? Так, вот на этих участках давайте найдем серединку, выделим такую, да, так, это у нас здесь будет
3Т, вот эта точка А, вот это у нас точка, давайте Б запишем, это Б. Вот. Так вот, для любого равноускоренного движения средняя скорость равна мгновенной скорости на середине в точке А и в точке Б. Поэтому давайте проведем эту такую прямую из точки А в точку Б. Вот провели эту прямую. И вот здесь вот эта точка пересечения этой прямой, да, нам даст вот эту скорость У. То есть вот эту скорость У мгновенную нам нужно здесь найти. Вот это как раз мы провели прямую через точки А и Б. Эти точки, они лежат на серединах этих наших отрезков. Еще раз, да, для любого равноускоренного движения средняя скорость, она, в общем-то, равна мгновенной, да, на середине. Ведь что такое средняя скорость? Средняя скорость – это конечная плюс начальная делить пополам. Так, хорошо. Так, и что мы здесь видим? Давайте посмотрим внимательно на график и посмотрим, что за вот это время, смотрим вот за это время, оно у нас равно, здесь 3Т, здесь 8Т, то есть за 5, за этот промежуток времени, да, за 5Т, скорость изменилась на сколько? Смотрим, вот за этот промежуток времени, здесь скорость была 20, так, здесь скорость 30, то есть она увеличилась на 10, изменилась на 10 км в час. Так, замечательно. Тогда вот на этом промежутке времени, вот на этом промежутке времени от 3 до 6, да, получается, так, от 3 до 6 времени Т, то есть за 3Т, ну, здесь можно пропорции это решить. Если за 5Т скорость изменилась на 10 км в час, вот на этом участке, то за 3Т скорость увеличилась, изменилась на 6, ну, через пропорцию, на 6 км в час. То есть, получается, вот в этой точке скорость у нас была 20 км в час. Значит, спустя время 3Т скорость увеличилась на 6 км в час. Следовательно, скорость, вот эта скорость в этой точке, а мы ее обозначили через У, она будет равна 26 км в час. То есть вот так графически мы можем ответить быстро, легко на вопрос задачи. Ну и последняя задача номер 11. Итак, машина. Так, читаем условия задачи. Угу. Итак, машина движется с нулевой начальной скоростью по прямому пути. Сначала с ускорением 5 метров в секунду в квадрате, затем равномерно и, наконец, замедляясь, с тем же ускорением останавливается. Все время движения 25 секунд, средняя скорость за это время 72 км в час. Сколько времени автомашина двигалась равномерно? Итак, давайте мы решим эту задачу графически, изобразим график зависимости скорости от времени Т. Так, V от Т. Итак, еще раз читаем, что машина движется с нулевой начальной скоростью, сначала с ускорением 5 метров в секунду в квадрате. Так, то есть вот так, таким вот образом. Вот от нуля график пойдет без начальной скорости. Так, хорошо. Затем движется равномерно. То есть график пойдет вот так. Движется равномерно. Какое-то время. И, наконец, замедляясь с тем же ускорением, обращаю внимание, с тем же ускорением, останавливается. Раз с тем же ускорением, значит получается, время разгона и время торможения будет одинаковым. Так, график пойдет вот так. И среднее время движения оно у нас равно 25 секунд. Время движения 25 секунд. Все время. Так, нам также известно ускорение. Это 5 метров в секунду в квадрате. Так, и средняя скорость. V средняя. Это 72 км в час. Переведем в метры в секунды. 20 метров в секунду. Найти, сколько по времени тело двигалось равномерно. То есть
сколько времени. Так, время надо найти. Ой, так, время находим. Так, то есть не скорость, а время. Так, время. Давайте это время обозначим через Т2. То есть разобьем вот при равноускоренном движении это время Т1, а при равномерном это время Т2, и когда тело двигалось равнозамедленно, время Т3. Время Т3. Причем время Т1 и время Т3 будут равны. То есть так как движение с одним и тем же ускорением. Так, и следовательно, мы можем сказать, что вот путь, который прошло тело при равноускоренном и при равнозамедленном движении, этот путь будет одинаковым. S1, так, здесь S3 давайте обозначим, S1 равно S3. Так, нам нужно найти время Т2, то есть сколько тело двигалось равномерно, вот на этом вот участке. Все время, это вот это надо сложить. Т1 плюс Т3, это мы можем, так как время здесь одинаковое, мы можем записать как 2Т, давайте 2Т1 плюс время Т2, да, вот это время Т2 мы найдем. Все время, оно нам известно, еще раз повторяю, это все время движения 25 секунд, это равно 25 секунд. Так, все. Итак, нам известна средняя скорость, поэтому мы можем найти весь путь. Значит, весь это у нас средняя скорость умножить на все время. Средняя скорость у нас 20 метров в секунду, все время 25 секунд получается, перемножаем, получается 500 метров. 500 метров. А также весь путь мы можем найти как площадь фигуры под графиком. Да? Площадь фигуры под графиком, то есть это площадь нашего треугольника плюс площадь вот этого, площадь треугольника, да, и плюс еще площадь прямоугольника. Или, ну, как площадь трапеции мы можем найти. Или можно так разбить 2S1, такие участочки, плюс, так, 2S1, да, плюс S, давайте обозначим площадь прямоугольника S2, да, плюс S2. Так, ну и дальше находим эти площади. Так, перейдем на следующую страничку. То есть что мы получим? Так, сейчас, минутку. Так, что мы получим? Значит, S. Так, 2 умножаем на площадь треугольника. Площадь треугольника – это основание. Так, здесь надо, наверное, давайте так, обозначим вот эту скорость. Так, уже поторопилась здесь немножко. Так, обозначим вот эту скорость за v. Вот эту скорость при равномерном движении. Пусть эта скорость у нас будет v. Тогда у нас площадь вот нашего треугольничка, так, здесь время Т1 на этом участке, будет 2, умножаем на vT1, делим пополам, плюс площадь вот этого прямоугольничка, здесь время движения Т2, скорость v, то есть v умножаем на Т2. Так, а что такое v? Как мы найдем скорость вот эту конечную на этом участке? Эту скорость мы найдем как ускорение, оно нам известно 5 метров в секунду, умножаем на время Т1, так, на время движения Т1. Подставляя вместо скорости АТ1, ну, в конечном итоге мы получим, что вот этот путь, он у нас будет равен АТ1 в скобочках Т1 плюс Т2. Так, Т1 плюс Т2. Вот. А что такое время Т1? Время Т1 это у нас, смотрим предыдущие условия, это все время минус время на втором участке Т2, да? Так, и делим пополам. Подставляем это сюда и преобразуем, то есть вот это время подставляем в наше с вами уравнение, преобразуем. Так, дальше пошла у нас математика.
И если все это подставить, преобразовать, мы получим, что s равно ускорению умножить вот это все время в квадрате минус время t2 в квадрате делить на 4. Так, и вот это время s, мы его нашли, это 500 метров. Это все время, это 500 метров. Так, мы нашли через среднюю скорость. Зная ускорение, зная вот это все время t, мы можем отсюда выразить время t2. Вот. Ну, упускаем математику, пропускаем математику. Давайте сразу запишу конечную формулу. Так, время t2. Давайте на следующую страничку. Так, время t2. Оно будет у нас равно корень квадратный t в квадрате минус 4s делить на а. Так, и если мы все подставим, время у нас все время это 25 секунд. Так, возвели в квадрат, вычитаем 4, умножаем на s, весь путь мы посчитали, это 500 метров. Так, делим на ускорение, а ускорение у нас 5 метров в секунду в квадрате. Все это взяли из-под корня квадратного, получаем 15 секунд. Вот это конечный ответ. Вот столько времени тело двигалось равномерно, 15 секунд. То есть эту задачу очень легко можно решить, используя график зависимости скорости от времени. И вспомнить, что путь – это есть площадь фигуры под графиком. У вас есть домашняя работа, которая выложена. Там 7 задач. Есть задачи похожие, то есть можно задачи домашние решить такими же методами, которые мы сейчас использовали. Это графический метод решения. Задачи идут от простого к сложным. Среди домашних задач там тоже есть и олимпиадные задачи. Поэтому желаю вам удачи, потренируйтесь, попробуйте свои силы. Следующие занятия будут посвящены уже криволинейному движению, и там мы рассмотрим уже другие методы решения сложных и олимпиадных задач.